Доброе утро. Телеканалы Якутия-24, НВК, Саха. Вновь программа «Утро Якутии». Вместе с вами, дорогие друзья, встречаем день наступивший. Четверг. Сегодня на календаре 14 июля. Неделя почти рабочая заканчивается. И это прекрасно. Меня зовут Павел Танин. И в ближайший час до 8 утра мы вместе с вами будем заряжаться позитивной, хорошей энергией, которая настроит нас на отличный день продуктивный. Ну и, конечно же, узнаем много полезного, интересного из материалов нашей редакции, которые мы, конечно же, подготовили специально для вас. Ну, в частности, о чем поговорим? Лето в самом разгаре. Сегодня нас ждет полезная информация о чем, например, как можно с помощью рисунка запрограммировать себя на успех. Ближе к концу утреннего эфира узнаем, какие кинопремьеры нас ожидают, потому что четверг — день кинопремьеры. По традиции мы, конечно же, рассказываем об этом. И поговорим о таком замечательном проекте, как очистка озера Сайсары. Она прошла, причем такое мероприятие было проведено впервые. И вот узнаем об итогах и вообще для чего необходимо водоемы такие очищать. Ну и по традиции начнем наш эфир, конечно же, с рассказов о погоде. Сегодня в центральных районах температура воздуха 19-21 градус, в заречной группе 17-21, в южных 15-16, в Вилюйской группе 13-17, в Нижнеленских 19-21. В западных районах температура 11-17 градусов, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 5 до 19, в Янских 9-11, на северо-западе 4-10. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 19 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, северо-западный 1 метр в секунду. В течение дня ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно даже гроза. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Ну а если же будет гроза, то при ней прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Якутске сегодня прогреется до отметок 26-28 градусов. В Якутске впервые прошли работы по аэрации озера Сайсары. Работники Сайсарского округа совместно с водоканалом и Комитетом охраны природы провели пробный запуск аэратора. Это энергоэффективное устройство, позволяющее соблюдать кислородный баланс, а значит восстановить экобаланс любого водоема. На испытаниях побывала Ирина Григорьева. Петр Тастыгин тщательно проверяет оборудование. Сегодня впервые предстоит провести эксперимент по аэрации озера Сайсары. Это поршневый компрессор, благодаря которому вода принудительно насыщается кислородом. В процессе аэрации происходит дополнительное очищение воды, чтобы на дне водоема не скапливался ил и осадок. Поршневой компрессор, который может работать 24/7, 365 дней в году. И он подает воздух через резиновый шланг, дальше подключен садовый шланг. И дальше идет на конце шланга распылитель, который опускается на дно водоема и принудительно насыщает воду кислородом. Прежде чем начать аэрацию, нужно очистить озеро. Старые бревна, шины, строительный мусор, накопившийся за многие десятилетия, сделали свое дело. Озеро покрылось илом, накопился углекислый газ. Работники Сайсарского округа с утра на ногах. Сколько весит вот такое колесо? Килограмм 20-25. Ну сколько вот такого добра у нас в озере лежит? Много. Много всего. Мусора очень много. Водоемы в городах нуждаются в помощи человека. Даже небольшие пруды играют важную роль в жизни мегаполиса. В загрязненных озерах не могут развиваться даже бактерии, а они имеют важную роль для экосистемы. Кислород необходим в воде независимо от времени года. В такую жаркую погоду кислород глубоко проникает в водоем, тем самым обеспечивает оптимальные условия для всех его обитателей. Осенью аэрационная система активизирует самоочищение водоема. Это один из самых важнейших этапов подготовки водоема к зиме. Специалисты водоканала взяли пробы воды на химический состав, чтобы после проверки заселить озеро бактериями для восстановления микрофлоры. Постоянный мониторинг – важная часть работы по аэрации. Через 10 дней после установки аэратора проверим еще раз на биологию, идет ли очистка, улучшается ли качество воды. И будем постоянно проверять химлаборатории нашей. В холодный сезон аэрационные работы нейтрализуют опасные газы, скапливающиеся под слоем льда. Активный приток кислорода весной помогает бактериям активизироваться и улучшить экобаланс водоема.
Это опыт больших городов, они этим уже давно занимаются, восстанавливают свои пруды, содержат эти пруды в хорошем состоянии, так сказать, чтобы была нормальная флора в этих прудах. И я считаю, что мы должны реанимировать, сохранить и приумножить то, что мы имеем. Старожилы района Ирина Вячеславовна вспоминают, в детстве они купались в этом озере. Это было место встречи и отдыха. Теперь от этого остались лишь воспоминания. Была маленькая, я жила на Конечке, еще мы здесь с 30 какого-то года родители жили. У меня отец был начальником гидрометслужбы здесь. Вот. И это озеро было маленькое, мы купались в нем, я лично. Экологи отмечают, здесь водятся утки, значит, водоем все еще можно спасти. И, возможно, озеро Сайсары, как и прежде, станет местом для отдыха горожан, где раньше купались и катались на лодках. И даже появятся утиные шале. Ирина Григорьева, Степан Атастыров, Якутск. На самом деле, этот проект очень такой полезный для экологического благополучия нашего города, водоемов, которые расположены на территории. Ну и продолжая тему экологии, мы продолжим эту тему с нашим гостем. Первый наш сегодняшний гость – это Прокопий Кириллин, руководитель отдела организации и регулирования рыболовства Минэкологии Якутии. Прокопий, доброе утро. Ну вот посмотрели замечательный сюжет, хорошая такая практика. Вообще, что такое, давайте в двух словах, да, что такое аэрация, все-таки для чего она делается? Аэрация – это процесс добавления кислорода в воду, в любой водоем. Аэрация у нас бывает нескольких типов. Это у нас фонтаны, да, самые распространенные. Они тоже имеют способность добавлять кислород, насыщать кислород в водоем. И потом горизонтальные аэраторы – это у нас помпы, да, всякие вот эти, недавно показывали по сюжету. Есть лопасти грибные, есть аэраторы от ветряков. Ну, вот то такие несколько, да, несколько механизмов, которые работают на солнечной батарее и так далее. Ну вот польза именно конкретно для водоема в чем заключается? То есть, если, допустим, вода в водоеме не насыщается кислородом, то чем это чревато? Ну да, у нас в городе, да, вот конкретно много водоемов застойных, да, где у нас наблюдается процесс цветения. В этих водоемах остатки органики, они медленно разлагаются в связи с тем, что там кислорода не хватает. И выделяются всякие вот эти спирты, всякие вот эти вещества, да, химические, которые пагубно влияют на экосистему всего водоема, в том числе и на рыбу. Поэтому с добавлением кислорода в аэробных условиях вообще процесс разложения идет намного быстрее. Поэтому вода перестает цвететь, быстро разлагаются вот эта органика, которая на дне лежит, да, и в целом водоем очищается. Экологический фон стабилизируется. Да, экосистема у нас в водоеме улучшается, и, соответственно, появляются организмы, в том числе и рыба. Ну вот как раз про организмы, все-таки вы за регулирование рыболовства отвечаете, поговорим немного именно про рыбы. В принципе, что нужно делать сегодня для того, чтобы сохранить рыбные запасы в водоемах уже существующих рек и озера? Да, у нас ежегодно добывается около 5000 тонн водных биологических ресурсов. И чтобы сохранить вот эти рыбные запасы, у нас сегодня это, во-первых, есть рыбоводные мощности, где искусственным способом инкубация идет. То есть рыбзаводы? Инкубация икры, да, рыбзаводы. И выпускаются в виде личинки, либо в виде молоди, да. Это у нас в Чернышевском Мирнинском районе есть рыбоводный завод, самый старый, да. И есть вот недавно якутский филиал федерального учреждения главрыбвода. Они занимаются в Лоханане, Хангаласском районе. Они там тоже выпускают, в основном там щука и осетр выпускается. И вторым вот моментом в сохранении водных биоресурсов является вот рыбохозяйственная мелиорация, да, в том числе и аэрация водоемов, вот это, которую показывали в сюжете. Повсеместно рядом с населенными пунктами, да, где у нас водоемы цветут, можно вот такие работы вести, да.
И, к слову, надо вот отметить, да, что аэрация, процесс добавления воды кислородом, она существует давно. И пользуются этим наши предки. И сейчас пользуемся, да. Это куюр, да, наш традиционный вид рыболовства. Когда они прорубают лунки, это где-то в марте, да, месяц, март-апрель, да. Это время, когда самое низкое содержание кислорода в воде, рыба замирает, замор идет и так далее. Поэтому в это время долбят лунки, а они не одну лунку долбят, да, по процессу куюра, там 20 лунок и так далее. И они вот этим сачком, куюром, делают водоворот. И этим способом они добавляют как бы кислород. Насыщают кислород, водоворот. Поэтому, оказывается, вот аэрация, да, вот, издревле пользовались на самом деле, наши предки. Не новая технология, Да. грубо говоря, а уже достаточно старая. Но вот сейчас сезон летней рыбалки, он в самом разгаре. У нас рыбаков в регионе всегда было много, это хорошо. Не раз обсуждали мы тему рыболовных участков. Есть ли вообще какие-то изменения в этом году в этой части? Да, у нас 1045 рыболовных участков, да, сформировано. Из них большая часть, 953 участка для промышленного рыболовства, 26 участков для организации любительского рыболовства и 66 участков для организации, для осуществления традиционного рыболовства коренным молодежным народом Севера. Да. А в основном участки расположены в низовьях рек, в северных и арктических районах. На этих участках добывается, как я сказал, около 5000 тонн рыбы. А вообще по Якутии у нас, как вы знаете, 400 тысяч рек и речек и около 800 тысяч озер. Очень такая озерная у нас республика. Не то место в мире назвали страной 1000 озер, получается. Да. Вот. Спасибо большое за эту беседу интересную. Опять же, узнали мы очень много про аэрацию и вообще, в принципе, про рыбные запасы. И в завершении беседы, возвращаясь к проекту озера Сайсары, в принципе, поддержит ли, наверное, очевидный вопрос, поддержит ли Министерство экологии, если в дальнейшем водоемы хотя бы в Якутске были подвержены этой практике? Управа Сайсарская начала работу эту, да, в виде эксперимента, поэтому мы поддерживаем. Вот эта работа хорошая. Сейчас вы ее поддержите? Да, поддерживаем. Спасибо вам большое за эту беседу. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Якутск прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского. К останкам этого святого много веков обращаются паломники, которые нуждаются в Божьей помощи. Приложиться к ним можно будет в течение 2 дней в Преображенском кафедральном соборе. Напомним, в этом году исполняется 600 лет со дня обретения мощей. Именно по случаю юбилейной даты организовано уникальное событие. По благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыми мощами посетит несколько городов Дальнего Востока, в число которых вошел и Якутск. 600 лет назад преподобный Сергий через несколько лет после своей блаженной кончины был прославлен церковью. И тогда при строительстве Троицкого собора, это древнейший собор на территории России, это древнейший собор в Троице-Сергиевой Лавре, духовном центре нашей страны, вот тогда были мощи эти подняты для поклонения верующим. Якутяне оформили 9300 дальневосточных ипотек на общую сумму более 40 миллиардов рублей. С такими показателями республика вошла в тройку лидеров, участников программы. Так, в Приморском крае выдали 12,8 тысяч кредитов на 56 миллиардов рублей. В Хабаровском крае 6,2 тысячи кредитов на 25 миллиардов. Всего на сегодняшний день свои жилищные условия по программе улучшили почти 45 тысяч семей на Дальнем Востоке. Общая сумма займов под 2% годовых и ниже превысила 183 миллиарда рублей.
Готовые развивать агротуризм якутяне могут получить федеральную грантовую поддержку по итогам конкурсного отбора. Комплект документов принимает Министерство сельского хозяйства региона до 25 июля. В конкурсе могут участвовать хозяйства, которые занимаются рыболовством, разведением крупного рогатого скота, выращиванием различных сельхозкультур и предприниматели. Средства гранта могут быть расходованы на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения объектов туристического показа, включая детские развлекательные комплексы. У нас должна быть обязательно собственности земля, потому что мы должны проработать, если мы получили грант, обязательно 5 лет, поэтому по освоению гранта. И земля у нас должна быть в собственности под базу или в аренде минимум на 5 лет. Приветствуется проект, если у нас многопрофильное производство, а также круглогодичность проекта. И плюс мы должны создать такие условия, чтобы на нашей производственной и туристской базе могли спокойно передвигаться люди, маломобильные люди, инвалиды и дети, и должны создать все эти условия. Выпускники физико-технического института Северо-Восточного федерального университета спроектировали и изготовили установку многоракурсной фотосъемки объектов. Основной задачей является сохранение музейных экспонатов в цифровом 3D-формате. Спроектированная и изготовленная установка Спиридона Иванова автоматически делает кадры предмета, при этом самостоятельно меняя ракурсы. Готовые работы загружаются на специально разработанный сайт 3dyakutia.ru. Для того, чтобы сохранить эти объекты материальной культуры, объекты культурного, исторического наследия, можно использовать цифровые технологии, современные, которые позволят создать двойники, цифровые двойники, то есть точные цифровые копии. Это «Утро Якутии». Встречаем в сегодняшний день, 14 июля. Семейная реликвия под таким названием в Алданском историко-краеведческом музее открылась выставка. Экспозицию в память о своей матери, воспитавшей 10 детей, подготовила сотрудница музея Дарья Васильева. Вещи, оставшиеся от мамы, сегодня бережно хранят сыновья и дочери матери-героини. На выставке побывала Татьяна Вахнина. Когда-то эта сумка принадлежала матери-героине Марии Ивановой. Расшитый бисером шедевр, как память о маме, бережно хранит дочь Марии Петровны Дарья Васильева. Своей маме сотрудница Алданского историко-краеведческого музея посвятила выставку «Семейная реликвия». Сумка явилась центральным экспонатом. А первыми посетителями выставки стали ученики начальных классов, посещающие летние пришкольные площадки. Я рассказала о сумке, которая принадлежала моей матери, и в которой рассказывается моя жизнь, жизнь моей семьи со многими переездами в разные районы. У Марии Петровны было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. В этом году матери-героини исполнился бы 101 год. Мария Петровна ушла из жизни, когда 9-му ребенку, Дарье, было всего 10 лет. Писатель, педагог, артист, научный работник. Своими детьми Мария Петровна могла бы гордиться. Сегодня мы посетили музей в честь Года матери. Нам рассказали очень интересную, познавательную историю, провели экскурсию. Ознакомившись с выставкой Дарьи Васильевой, юные экскурсанты были приглашены в актовый зал. В викторине ребятам предстояло проявить знания истории и семейных традиций. Из чего готовится борщ, маленькие хозяюшки знают, ведь этому они давно научились у своих мам. Впрочем, в каждой семье имеется собственный рецепт борща. Детям очень понравилось. Они играли, занимались, были увлечены всем, что находится в нашем музее. И, конечно же, они были рады и еще хотят посетить. Не составило труда ребятам пришить манжеты к школьной форме и разобраться с заготовкой лекарственных растений. Отлично мальчишки и девчонки справились с задачей сборов в отпуск. Правда, несколько необычными детям показались чемоданы. Разобрались представители подрастающего поколения и с вышедшими из обихода предметами быта. Про авоську я думала, никто не догадается, что это авоська, но все-таки они узнали вот эту вещь, эту машинку для стрижки волос так и не угадали.
Ну и хорошо упаковали чемодан для поездки на отдых. Чего больше всего желает мама своим детям? Над ответом на этот вопрос юные гости вовсе не задумывались. Конечно же, здоровья и счастья. Татьяна Вахнина, Алдан. Конечно, семейные реликвии имеют свойство связывать поколения. Свято хранить и беречь их – это замечательная традиция, которая должна быть в каждой семье. Героиня нашей традиционной рубрики «Пусть мама придет» Богдана мечтает именно об этом. Ей всего 2,5 года. Так получилось, что она оказалась в государственном учреждении, где ее, конечно же, любят и оберегают, но всем так хочется, чтобы эта замечательная девочка обрела свою настоящую семью. Знакомьтесь, Богдана. Нашей Богдане 2 года и 5 месяцев. Богдана очень спокойная, ласковая, веселая девочка. Любит играть, собирать пирамидки, шнуровки. Вот она очень любит. Богдана пытается самостоятельно одеваться, самостоятельно кушает. Очень аккуратная девочка. Да? Богдана легко идет на контакт со взрослыми, реагируя на обращение к ней положительными эмоциями. Очень любит Богдана катать свою куклу, бережно усаживая ее в коляску и прогуливаясь по коридору. Богдана, как и все дети, любит открывать что-то новое для себя, при этом осторожно изучая все вокруг. Одно из таких мест – соляная комната, где Богдана любит бывать и получать новые эмоции. Девочку очень любят сотрудники центра. Мы очень надеемся, что в ближайшее будущее наша Богдана обретет любящую семью. Мы присоединяемся к этим словам и надеемся, что после нашего сюжета у Богданы появится семья. Сегодня на календаре 14 июля, не перестаю это повторять. И по народным приметам недовольство и зависть в этот день под запретом. Такие чувства сегодня станут причиной неудач в дальнейшем. А есть еще и хорошая новость для женщин. Сегодня нельзя много работать вам, а тяжелый труд повлечет череду других сложных дел и забот в ближайшее время. Чем еще примечателен сегодняшний день, давайте узнаем. 14 июля – день взятия Бастилии. В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, символ королевского деспотизма. Событие считается началом Великой Французской революции. По народному календарю западный ветер 14 июля приносит дожди. Если звезды ярко сияют, а утром на небе появились тучи – это к сильной грозе. 14 июля 1099 года участники Первого крестового похода начали штурм Иерусалима. В этот же день, в 1700 году, подписан Константинопольский мирный договор. Документ скреплял перемирие между Россией и Турцией на 30 лет. 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль. У него был двигатель внутреннего сгорания, и машина развивала мощность 1,5-2 лошадиные силы. 14 июля 1903 года ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль. Расстояние по ней из Москвы до Владивостока более чем 9288 километров. 14 июля 1909 года состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры, первого санатория в Сочи. В этот же день, в 1941 году, впервые в бою применили знаменитую ракетную установку «Катюша». 14 июля 1946 года вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Книга принесла автору мировую славу.
14 июля 1743 года родился Гавриил Державин, русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель. В этот же день, в 1862 году, родился Густав Климт, австрийский художник, основоположник модерна. 14 июля 1891 года родился Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о волшебнике изумрудного города. В 1942 году в этот день появился на свет Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик. Именины в этот день празднуют Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр и Тихон. Но сегодня также отмечается День хаоса и беспорядка. В обыденной жизни беспорядок на самом деле это отличная возможность упорядочить свой окружающий мир по-новому, сделать его еще лучше, чем он был до этого. Вот интересно, как часто приводят в порядок свое жилище гости и жители нашей столицы? Как часто вы убираетесь дома? Не знаю, раз в неделю. Ну, типа пыль протереть, полы помыть. У меня аллергия вообще, я не переношу пыль. То есть даже если я вещи передвигаю откуда-то с полок, то у меня сразу начинается чихание. Поэтому я стараюсь очень часто убираться. Ну, каждый день пылесосим, а влажно раз в неделю. Как получается? По настроению. Стараемся убираться, потому что если в доме порядок, то и на душе порядок. 2 раза в неделю. Ну, полностью делаю уборку, и пыль, и полы мою. Не чувствую, когда пыльно, так убираюсь, а в городе очень пыльно. Каждый день. А почему? Ну как почему? Так надо, потому что... Раз в неделю пыль убираю, пылесошу, влажную уборку пола, ну, поверхности вытираю. Ну, как обычно, как у всех. Часто. И почему? Ну, не знаю, так положено. Каждый день. И почему? Не знаю, жена заставляет. Генеральную каждый день. Ну, если говорить про регулярность уборки, я думаю, что все-таки как человек комфортно, такой ритм и режим нужно соблюдать. Но продолжая тему генеральных уборок, Русское географическое общество совместно с Министерством обороны России в рамках специальной экспедиции «Арктика. Генеральная уборка» расчищает остров Кильдин в Баренцевом море, недалеко от Кольского полуострова. Очищают они их и остров от металлического мусора. Почему именно остров Кильдин? Все дело в том, что здесь раньше находились гарнизоны противовоздушной обороны, располагалось 2 аэродрома, все это осталось и пришло в негодность. И Министерство обороны Российской Федерации считает своим долгом очистить этот остров, а вскоре на этом уникальном месте, возможно, даже появится заповедник. Работы по очистке территории проводятся ежедневно командой из 15 человек, а также 2 представителей Русского географического общества. В день удается отгрузить от 5 до 8 тонн металлолома. Всего же участники экспедиции уже собрали около 400 тонн металлолома, которые в этом году будут вывезены и утилизированы. Генеральная уборка региона затронула не только остров Кильдин, но и остров Врангеля, который расположен между Восточно-Сибирским и Чукотскими морями Северного Ледовитого океана. История с очисткой Арктики началась с 2010 года, когда начались исследования вот этого объема загрязнений, да, по инициативе Русского географического общества. Эта работа началась, было выявлено, что общий объем загрязнения Арктики составляет порядка 90 тысяч тонн. И вот с тех пор ведется планомерная работа по утилизации этого так называемого исторического наследия. Работа ведется в разных локациях, да, и каждый год фокус смещается на какую-то локацию. Помимо, собственно говоря, утилизации металлолома, мы проводим исследование острова. Это экологический мониторинг ситуации. Ну и, конечно, экспедиция благодаря Русскому географическому обществу обретает такую вот технологичность, да, потому что нам очень важно сделать так, чтобы все процессы очистки следовали один за другим, они были достаточно быстрыми. Почему? Потому что у нас очень короткий сезон здесь, да, в арктической зоне, для того, чтобы это сделать в комфортных для человека условиях. Безусловно, хорошим делом занимаются на острове Кильдин, а мы, в свою очередь, предлагаем провести в этот день генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в сознании, а главное – не паниковать. Из хаоса рождается порядок.
Если у вас дома хлам, организора идет к вам. Именно с таким девизом приходит Евгения Нарьяна к своим клиентам. Добро пожаловать. Здравствуйте, меня зовут Евгений, это Нария, мы организаторы пространства. Айталина – современная горожанка. Несколько месяцев назад вместе с семьей переехала в новую квартиру. Признается, устала не от беспорядка, сколько от избытка вещей. Многочасовые уборки отнимают все силы, а самое главное – отнимают время, которое она хочет проводить вместе с семьей. Использую только нижние шкафчики. Из-за этого получается, что вещи, которые часто пользуюсь, высоко. Поэтому я хотела бы попросить вас помочь, чтобы мне было удобно все это вытаскивать. Нельзя стыдиться приглашать профессионалов, чтобы они помогли организовать ваше пространство. Потому что в наше время, когда нужно все успевать, все очень быстро проходит, время для уборки для уборки нужно затрачивать время поменьше. После осмотра кухни и оценки объема вещей организаторы приступают к работе. Специалисты помогают расстаться с ненужными вещами, а заодно создать индивидуальную систему хранения, чтобы человек мог сам поддерживать идеальный порядок. Все вытаскиваем и потом примерно смотрим, рассортируем на стекло, пластик, стаканы, посуду и так далее. И потом смотрим на шкафчики пустые. Расхламление и организация порядка в доме – главные принципы работы консультантов. Руководитель Евгений Окороков, филолог с предпринимательской жилкой. Якутия первым решила освоить новое направление и не прогадал. Я сам люблю порядок, чистоту. Многие всякие передачи смотрели. По TLC же бывает, там, помешанные на чистоте, типа такого. И я, вдохновившись этим, читал очень много книг. Люблю порядок, люблю чистоту. И как-то само собой это все появилось, эта идея. Необычная профессия вызвала интерес, а главное – спрос на услуги. В Якутске организаторы уже помогли около 100 клиентам. В развитых странах специалисты по комфорту появились еще в середине 20 века, в США в 80-х годах. Создатели проекта – это люди с особой философией. А самым знаменитым специалистом считается японка Мари Кондо, которая популяризирует вертикальный способ хранения вещей. У нас есть еще гардеробная дочери. Хотелось бы тут тоже, чтобы организовали хранение, потому что тоже не совсем организовано. Однако порядок в гардеробной у хозяйки пока в перспективе. Сделать мир вокруг упорядоченным – не единственная задача. Консультанты помогают клиентам расстаться с ненужными вещами. Многие клиенты готовы отдать свои вещи на благотворительность, какую-то часть выкинуть, какую-то часть нуждающимся отдать в этом плане. А хлама, конечно, у людей бывает много, грубо говоря. На балконе хлама много, одежды много, на кухне ненужной посуды всякой, После нескольких часов работы на кухне – идеальный порядок. Довольная хозяйка с удовольствием принимает работу. Ведь главный принцип организаторов пространства один – оставь только то, что приносит радость. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Якутск. А порядок должен быть не только на кухне, в доме, но и в голове, ведь это залог гармонии и счастья. Скорости современного мира часто зашкаливают, дела поглощают все время и силы, и на себя порой ничего не остается. В результате хронический стресс, отсутствие ресурса, депрессия и выгорание. На помощь приходит осознанный подход к потреблению и к жизни в целом. Один из эффективных методов работы с подсознанием – это в принципах психологии, это нейрографика. О том, как это работает, узнала Дарья Анкехва. На самом деле нейрографики в этом году уже 8 лет. Это такой метод, когда вы работаете со своим бессознательным, те моменты, которые в нас там где-то закопаны, или какие-то стереотипы, какие-то привычки, которые уже сформировались. И чтобы от них избавиться, соответственно, помогает нейрографика. Плюс поправить здоровье, похудеть, исполнить какое-то желаемое, притянуть какие-то возможности и так далее. Это очень много техник, которые могут решить любой жизненный вопрос. В каждом рисунке есть своя история. И я после этого даже уже завела такой скетчбук, в котором прямо рисую очень много всевозможных методов на растяжение денежной энергии, на воронки возможностей, бесконечно. А вот здесь?
А это мы убирали страхи, мы их закапсулировали, чтобы они нам не мешали. Вот так выглядят страхи, можно сказать, да? Есть ли возможность, допустим, с семьей обзавестись, ну, если ты одинокий? Конечно, можно проработать и отношения имеющиеся, можно проработать отношения, которые вы хотели бы привлечь и так далее. И первое, что мы потренируемся, это как раз-таки не рисовать эту нейролинию. То есть нейролиния – это такая линия, которая не повторяет себя на каждом новом участке. Просто отключаю мозг и просто делаю линию. Убираем анализ. Она идет вот, может быть, вот как-нибудь закручиваться. Завитушек много должно быть. То есть у всех она по-разному, разный характер у человека и по-разному проявляется. То есть вот мои линии, они какие-то недоделанные. Они просто линии, да. А так, а нужно как-то вот так, ой. Так, ага, вот, уже пошло. А так, оказывается, не очень-то и легко рисовать это. А нелегко почему? Потому что мы рисуем что-то новое, мы делаем что-то новое, а мозг начинает сопротивляться. А нейрографика у нас, по сути, начинается с фигур. В данный момент, так как мы рисуем на успокоение, мы рисуем, лучше вот этот вот взять, он потоньше маленько, иначе будет грязная работа. Мы рисуем просто круг, почувствуем, где мы хотим нарисовать этот круг и какой он должен быть, какого размера. И просто начинаем его рисовать вот так вот, обводим, как хотим, да? Обводим и чувствуем, выдыхаем, дышим хорошо. Эта техника используется, кстати, очень хорошо с детьми, когда дети вечером очень возбужденные чаще всего, да? Их уложить спать очень сложно. Надо сесть с ними просто и кружочки порисовать. Теперь мы должны эти круги соединить нейролиниями, то есть через них пустить энергию. Это опять-таки как чувствуете, так и рисуете, да? Соответственно, как хочется, как чувствуется в данный момент. Так как для нашего бессознательного, опять-таки, круг гармоничная фигура, и не должно быть у нас конфликтов, мы должны, ну, как бы успокоиться, поэтому сейчас мы скругляем. Вот здесь можно прям, допустим, кружочек нарисовать, чтобы не было уголочков, да, вот здесь. И раз, и появился нейрончик как будто бы, да? А, вот тот самый квадратик оттуда, да? Вот он, нейрончик. Да. Вот, соответственно, дальше мы должны покрыть цветом. Рядом стоящие два элемента, минимум два элемента, должны быть одного цвета. Но мы сегодня пытались с помощью нейрографики снять стресс и успокоиться. Да? Я думаю, наглядно видно, что у нас все получилось. Мы сидим совершенно такие умиротворенные, счастливые и довольные. Да, поэтому обязательно попробуйте. Это очень интересная такая методика, практика. И я довольна. Ну, а говорить о порядке в голове, вообще психологическом здоровье продолжим с нашим следующим гостем. Это Инна Роева, психолог-консультант Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Инна Иннокентьевна, доброе утро. Доброе утро. Совсем недавно вы отметили 22-летие Республиканского психологического центра. Вообще расскажите, что за это время изменилось в работе центра, чем сейчас занимается, основные направления, так сказать, работы? Наш центр, так совпало, что в этом году мы отметили 22 года, и мы переехали в новое здание. Это самое главное, можно сказать, такой огромный такой подарок для нас, который каждый специалист имеет свой индивидуальный кабинет. То есть если у нас есть специальное крыло для наших клиентов, где мы их встречаем, проводим различные групповые мероприятия, то есть тренинговые, да, кабинеты, которые для нас стали очень таким приятным сюрпризом, потому что это очень, мне кажется, даст более эффективную и качественную работу для специалиста. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь нашими гостями стали это наши клиенты. Вот, и в общем, здание, оно дало нам очень много, сказать, возможностей для того, чтобы мы дальше могли работать и реализоваться, развиваться. Вот. Наш центр, конечно, она работает очень многими проектами. Первый проект — это у нас с пациентами онкодиспансер. Название у него «Ты не один», для оказания психологической поддержки. Также есть, сейчас начинается у нас новый проект «Преображение», который мы помогаем для многодетных мамочек, которые оказались, возможно, какие-то трудные жизненные ситуации. Они получают полную, как говорится, программу различных мероприятий, то есть это групповые мероприятия, какие-то телесно-ориентированные практики, да, то есть также могут быть и консультации индивидуальные. Вот, поэтому
также есть еще один проект, который вот только тоже начинается для иностранных граждан, для адаптации, для социального адаптации наших иностранных граждан. Вот. И, то есть наш центр очень так... В общем, широкий спектр услуг. Но вот, насколько я могу понимать, как бы имеет место быть там какие-то персональные, индивидуальные консультации, на такие можно тоже записаться. Да. Вот. Но они работают, скорее всего, по записи. А вот если человеку нужна какая-то вот неотложная, срочная помощь, ему придется как-то ждать записи или есть какая-то экстренная психологическая помощь? Да, конечно, такое бывает у нас. У нас работает несколько служб круглосуточных. Это первое, это республиканский телефон доверия. И также есть Всероссийский детский телефон доверия, который это не только направлено чисто не на детей, она, как говорится, и с подростками работает, и, соответственно, родители тоже могут получить услуги психолога. Ну вот мы рассказали про проекты, которые направления, а помимо проектов, какие еще, может быть, какие-то разовые услуги в центре может получить человек? Да, вы можете записаться к нам, да, по адресу Куршова 36 и получить качественные услуги психолога. Первый, второй у нас бесплатно идут, и третий идет платно. Консультация. Да, консультация получить. То есть наши двери всегда открыты, мы работаем с 9 до 6, и любой желающий житель республики, они могут обратиться к нам. Вот, мы поговорили, в принципе, сейчас по большей части о помощи взрослому человеку, а если говорить в спектре помощи детям, то есть вы тоже затронули, опять же, телефон доверия для детей, какая, с детьми какая работа проводится? Летом у нас работает такой лагерь, то есть дневного нахождения, это называется «Лето с друзьями». Также у нас филиалы тоже работают с ними, так же и как головной центр. Оно получается, работаем мы с детьми, которые состоят на учете КДН, то есть, да, и которые попали в социально опасное положение. И с этими детьми, то есть, получается, с 7 до 12 лет мы работаем, это «Лето с друзьями», а есть еще для подростков, это «Дворовый вожатый» называется, то есть всегда у нас дети всегда летом как бы охвачены. Ну вот говоря про «Дворовый вожатый» и «Лето с друзьями», можете немножко, грубо говоря, там как-то подробнее про эти проекты рассказать? То есть что ожидает там, возможно, ребенка, если ему вот, он попадет в ваш центр, будет получать помощь? То есть у меня есть свой опыт, я работала в филиале, поэтому мы когда работали, мы, то есть, акцентировали на то, чтобы дети могли раскрыться. То есть те дети, которые состоят на учете КДН, там, ВШУ, ПДН, они чаще всего бывают закрытые, да? И чтобы эти дети, они не были какие-то более скованные, мы хотим, чтобы они больше раскрывались, они видели себя из положительной стороны. То есть они чаще всего говорят, что это дети с плохим поведением, но на самом деле это же не так. В каждом ребенке внутри сидит все-таки какой-то положительные черты, и поэтому мы хотим, чтобы они раскрывались, они видели и, как бы, грубо говоря, не ставили им такое клеймо. Вот, поэтому очень такая усердная работа, по сути. И индивидуальные групповые мероприятия проводятся. Ну, такой очень интересный вопрос. В принципе, в нашей стране сейчас, может быть, вот как раз-таки об этом поговорим, меняется ситуация или нет. Допустим, лет 10 назад взять, вот это целенаправленный человек, там, самостоятельно, я хочу там, к психологу, психотерапевту сходить, это немножко так воспринималось странно. Сейчас ситуация изменилась, то есть люди начали, как бы, скажем так, адекватно относиться к психологическому здоровью, или все-таки эта ситуация еще есть? Нет, все равно где-то отчасти какой-то процент все-таки есть того, что люди боятся, что они чаще всего считают, что мы не психи, и зачем нам нужен психолог. Но в этом случае статистика сейчас показывает, что ранее, если всегда ходили дети и либо женщины с детьми, то сейчас у нас подключились мужчины, то есть папы. Это очень хорошая статистика, они очень заинтересованы, их тревожат взаимоотношения внутри семьи, не только с женой, но и с детьми. Поэтому это очень радует. И с каждым разом у нас клиентов очень больше и больше и больше. У нас за 2 недели вперед списываются наши клиенты.
Ага. Ну и в завершении, можете какие-то практические советы дать, связанные с сезонными опасностями для детей, вот, возвращаясь с детям? То есть у нас самая опасность летом — это что? Это водоемы, это, естественно, всегда остается огонь, поход в лес, возможно, какие-то вот открытые окна, да, череда вот прошла событий таких не очень, конечно, радостных. Какие-то вот советы практически с точки зрения психологии. То есть в этом случае мы понимаем, что маленький ребенок, как говорится, мозг ребенка, он все-таки чаще всего направлен на то, чтобы исследовать. Да, ему надо все потрогать, понюхать, покусать, войти и так далее. Поэтому ни в коем случае не надо запрещать. Потому что если мы будем запрещать, соответственно, как говорится, запретный плод всегда сладок. Поэтому надо всегда путем разговора объяснять ребенку, что это горячее, холодное, там, могут покусать или что-нибудь. То есть высота, вот это все надо объяснять. Ни в коем случае не надо упрекать ребенка для того, чтобы мы не дали им эту возможность еще больше узнать. Поэтому надо объяснять, разговаривать ребенку. И, к сожалению, конечно, здесь бывают такие моменты, что жестокое обращение, что ребенок не понимает, тут сказали горячее, холодное, да, высота, а тут родители начинают подключаться к жестокому обращению. И в этом, конечно, стоит это полностью исключать, надо объяснять, чтобы ребенок мог понимать вот это, следственно, как говорится, чтобы он понимал, что за этим стоит опасность. Ну и самое, наверное, последнее. Мы очень поговорили про работу центра, поняли, что огромный спектр психологических услуг оказывается, что люди, в принципе, уже к этому открыты, начинают этим пользоваться. Как попасть в центр, куда позвонить, чтобы записаться? Наш адрес находится в Тугисе. Любой человек, который имеет, конечно, телефон, интернет, может найти. Мы находимся на Курашова, 36, по номеру 3901-09 вы можете записаться. Наше рабочее время, я сказала, с 9 до 6 вечера. И есть, я так понимаю, еще круглосуточная горячая линия психологической поддержки на русском и якутском языке. Анонимно, самое главное, я номер, наверное, этот скажу, 8 800 100 35-50. Звонок бесплатный, вопрос действительно важный, потому что психологическое здоровье, оно наравне с обычным здоровьем стоит, и невозможно их отделить друг от друга. Инна, спасибо большое за эту беседу, полезную и важную очень для нашего населения всего. Желаем вам отличного дня и, конечно же, успехов в вашей работе. Спасибо. Ну, а я прямо сейчас передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Они уже готовы рассказать нам о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Подвели итоги открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана Якутска. Конкурсы такого масштаба – это мощное соревнование компетенций. Участниками являются профессиональные организации в области комплексного развития городской территории. На конкурс поступило 34 заявки от 35 компаний. Среди участников представлены 6 городов России – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Смоленск и Якутск. В конце определились 3 финалиста. Они представили свои предложения по улучшению столицы республики. Важной особенностью стало общественное мнение. А в состав жюри конкурса вошли представители органов власти столицы, эксперты в сфере градостроительства, архитектуры и экономики. Первые 3 места заняли московские компании. Мы очень рады, что делаем именно в Якутске, потому что это специфическая территория, уникальная земля, и работать здесь – это настоящий вызов. И мы с ним пытались, и, надеюсь, успешно бороться. Стремились подчеркнуть цветовыми решениями особенности районов. Были предложены решения по многоквартирной застройке города с целью реновации ветхого фонда. Более 130 субъектов малого и среднего бизнеса республики получили льготные кредиты на общую сумму почти 395 миллионов рублей. Также на пополнение оборотных средств в сфере торговли одобрили 83 заявки на общую сумму 260 миллионов. Об этом сообщили на оперштабе по обеспечению экономического развития региона под руководством Айсана Николаева. По состоянию на июнь в Якутии общая численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 122 тысячи человек, самозанятых 22 тысячи. Айсан Николаев подчеркнул необходимость поддержки этой отрасли. Он отметил, что заниматься данным вопросом должно каждое министерство.
Совсем не обязательно ждать чьих-то призывов или объявления конкурса. Нужно просто посмотреть вокруг и придумать, как сделать окружающее себя пространство лучше, ярче и красивее. Житель поселка Усть-Нера Дмитрий Аяров – человек с фантазией. Сначала расписал подъезд многоквартирного дома, где проживает, а потом вместе с мальчишками украсил наружную стену гаража. Это Дмитрий Ильич рисовал, и я. Красиво, правда? Да, здорово. Но Усть-Нера – это крайний север. Мы все это знаем, что это полюс холода. И лето у нас короткое. Но хочется очень много ярких красок, то есть цветов. И поэтому на сегодня неравнодушные люди благоустраивают свои дворовые территории, территории, прилегающие к офисам, подъезды. Ну, хотелось на сегодня, чтобы побольше было таких неравнодушных людей, чтобы наша Нера была чистая, красивая, как в былые времена. Студенты Покровского колледжа в летнее время обучают школьников правильному поведению в онлайн-мире, киберспорту и веб-разработке. На базе колледжа стартовали двухнедельные лагеря. Первый лагерь называется «Цифровая грамотность». Он рассчитан на детей от 6 до 12 лет. Основам сетевой безопасности обучает выпускник Покровского колледжа Леонид Михайлов. Для школьников постарше организовали киберканикулы. Тут учат основам создания сайтов, приложений и 3D-моделированию. Также устраивают онлайн-тренировки по киберспорту. Преподаватель, студент второго курса Покровского колледжа, резидент IT-парка Николай Иванов. Каждый день по 5 часов в программу входит киберспортивные тренировки по часу, также занятия спортом для укрепления физического качества, да, скажем так. И в развлекательный час входит игра по станциям, квиз и настольные игры. Также тут я обучаю по программированию и также я обучаю по английскому языку, да. Это первый опыт преподавания? Да, это первый опыт. Каково? Так, скажем так, это большая ответственность. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Сегодня четверг, а это значит, что пора планировать предстоящие выходные. Что нового в кинотеатрах, узнаем в рубрике «Киноафиша». Всех любителей фильмов ужасов 14 июля ожидает премьера «Открытое море. Монстр глубины». Ники и ее подруга отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр. И теперь им предстоит встретиться со своими страхами лицом к лицу. Убей ее. Открытое море. Монстр глубины. Кино с 14 июля. Мелодрама «Страна Саша». 17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городе. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте. У него больше подруг, чем друзей. И он никак не определился, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, который бросил их в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть. Женя у нас уже 3 вуза поступила. Слушайте, я не знала, что я поступлю. Я не хотела говорить, пока не уверена. Удачи в Москве. Я тебя не отпускаю. Куда ты поедешь? Ты решил маму включить сейчас? Антонио Бандерас и Джейми Кинг встретились в боевике «Месть Банши». Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров. Именно под ним работает Делайла, бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы, наконец, совершить долгожданную месть. Как дела? Так тебе! Мы оба знаем, как это закончится. Уверен. Месть Банши. Ты знаешь, что делать.
Самые маленькие тоже не останутся без внимания. 16 июля для них состоится премьера мультфильма «Забытое чудо». Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель – вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь чудесный лес XIV века, времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец, преподобный Сергий Радонежский. Лови! Это настоящее чудо! Чудеса Бог творит, а вера нам помогает. Какой страшный идол! Он живой! Он на меня посмотрел! Он идет за нами! Бежим скорее! Вот это все можно будет посмотреть на выходных, ну а нам еще предстоит прожить день завтрашний, и завтра мы с вами вновь увидимся в это же время, в этом же месте. До встречи, хорошего дня вам!